После короткой рекламной паузы в прямом эфире вновь с вами мы. Мы находимся в Центре спортивной подготовки «Триумф», где идет первый соревновательный день чемпионата России по боксу 2018. Второй в истории главный боксерский старт страны, который проходит в столице нашей республики. Сегодня в утренней программе мы увидели поединки весовой категории до 91 килограмма, где стали свидетелями, к сожалению, двух поражений наших боксеров. Алексей Шахов и Вадим Лихман уступили своим соперникам. Эта весовая категория у нас завершила выступление. На сегодняшний день сейчас параллельно идут у нас состязания у супертяжеловесов, то есть весовой категории до свыше 91 килограмма. И сейчас вот мы видим, как идет у нас состязание весовой категории до 81 килограмма, полутяжелый вес. И если я не ошибаюсь, это у нас идет поединок между Максимом Архиповым и Никитой Зонь. Да, у нас Максим Архипов представляет Красноярский край. Оба спортсмена представляют Красноярский край. Максим Архипов и Никита Зонь. Максим Архипов в красной форме, Никита Зонь в синей. Оба спортсмена, более чем уверен, что прекрасно знают друг друга. И, в общем-то, травма у боксера красного Архипова, красного угла, Максима Архипова, рассечение. Ну, сейчас врач посмотрит и даст разрешение, они дальше будут боксировать. Да, остановили поединок. Сейчас ввиду невозможности продолжения боя, победа будет присуждена его сопернику Никите Зонь. Ну, такое, да, тоже бывает в боксе, конечно же. Рассечения бывают и разной тяжести, да. Просто рассечение там треугольной формы. Ну, у боксеров рассечение надбровной дуги, распространенное без масок, когда боксируют. Да, победа присуждается Никите Зонь. Не, почему? Красный. Да, Никита Зонь вышел победителем ввиду невозможности, да, продолжения схватки. И у нас сейчас продолжается состязание в этой весовой категории. У нас сейчас выйдут, если же сейчас, да, у нас в предыдущем, только что завершившемся поединке, у нас борьбу вели представители Красноярского края, то сейчас у нас выйдут два боксера из Дагестана. Рашидхан Саидбеков, он будет в красном углу, и, соответственно, в синем против него выйдет Ильяс Мутаев. Оба спортсмена представляют Дагестан. Ильяс Мутаев уже на ринге. Ждем появления Рашидхана Саидбекова. Да, вот Рашидхан уже направляется в сторону ринга. Ну и как мы уже говорили, да, в начале нашей телетрансляции, сегодня вот в рамках утренней программы первого состязательного дня чемпионата России по боксу у нас идут бои в трех весовых категориях: до 91, свыше 91 и до 81 килограмма. В вечерней программе нас ждут не менее интересные поединки в двух весовых категориях до 49, где, конечно же, мы в первую очередь ждем выступления Василия Егорова. Еще раз проанонсируем, сегодня он встретится с Виктором
Кулдошиным чемпион, который является чемпионом Москвы. А также в весовой категории до 75 килограммов выступит другой представитель якутской школы бокса Роман Абутов. И против него выйдет Вениамин Пряхин из Подольска. Ну а сейчас мы продолжаем просмотр первого состязательного дня утренней программы. На ваших телеэкранах Рашидхан Саидбеков. Да, пока не могу понять, чего ждут. В этой весовой категории мы говорим про вес до 81 килограмма. У нас сегодня по программе 13 поединков. По счету этот поединок у нас 10-й. И я думаю, что вот после просмотра оставшихся поединков мы перейдем обратно на ринг Б, где у нас в данный момент уже стартовало состязание супертяжеловесов. Небольшая заминка перед стартом данного поединка. Ну, давайте, пользуясь этой заминкой, мы проанонсируем, чемпионат, второй в истории чемпионат страны по боксу, который проходит у нас в Якутске. Как мы уже сказали, сегодня первый соревновательный день. С сегодняшнего дня по 17 октября у нас будут ежедневно проходить предварительные поединки. Тоже в таком же формате, как и сегодня, то есть с 12 до 3, потом перерыв небольшой, а потом с 5 до 8:30, до 9 вот вечерняя программа. Затем 18 октября мы всего лишь на один день отдохнем. После чего 19 числа у нас пройдут полуфинальные поединки. Ну и, как вы уже поняли, 20 числа у нас будут финалы, торжественная церемония закрытия чемпионата. Вот такой вот насыщенный и, что радует нас и, надеюсь, вас, дорогие любители спорта, длительный праздник бокса в столице республики. Насчет масштаба, конечно, очень масштабное у нас соревнование. 284 участника из 56 субъектов страны. Первый соревновательный день. Итак, весовая категория до 81 килограмма. Стартует у нас встреча между Рашидханом Саидбековым и Ильясом Мутаевым. Оба спортсмена представляют Дагестан. А боксеры, конечно, вот друг друга знают и начали так без особой разведки. Боксер синего угла предпочитает контратакующие действия, а боксер красного угла идет вперед, поддавливает его, вот, старается прижать так канатом. Но Мутаев, конечно же, не будет стоять у канатов долго, Да, активно перемещается. Перемещается, ждет, контратакует. Вот. Вот контратака у него. Прямой правой прошел. Ну, ребята так не спешат. Обмениваются, такими очень быстрыми, хлесткими комбинациями. Потому что вот по 2-3 человека в весовых категориях с одного этого субъекта, команды субъекта выступают. У нас тоже много. 49 килограмм, там 52 килограмма. Но это когда спортсмены, они
путевку, лицензию на участие в финальной части чемпионата России. Они получают, когда они выигрывают чемпионат Дальнего Востока и чемпионат центральных советов спортивных обществ, Динамо, вооруженной силы и так далее. Ну вот, бой идет так нормально, хорошо. Ребята настроены. Да, и хотелось бы отметить, да, то, что тренерский совет во главе с Эдуардом Кравцовым принял решение на этом турнире, да, вот выбрать в каждой весовой категории по 8 лидеров и разбить их по разные стороны турнирной сетки, чтобы ну, лидирующие вот, спортсмены встретились между собой не на ранней стадии. Да, это давно так делают. Это главный тренер. Ну, каждый чемпионат они уже давно так раскидывают сильнейших по группам, потом некоторым делают жеребьевку заранее. Вот. Поэтому вот, справедливо вот, проходить, если самые сильные могут первый день встречаться, если просто жеребьевку делать, тогда будет тоже несправедливо. Ну что ж, завершился раунд. Очень активно, да, поработали оба спортсмена. Представляют, как мы уже говорили, да, оба боксера Дагестан. Прекрасно знакомы со стилем ведения поединка. Вот у нас есть прекрасная возможность насладиться красивыми моментами завершившегося раунда. Вот тут левым боковым хорошо попал Ильяс Мутаев. В этом случае не сразу, но со второй попытки мы видим то, что удар все-таки достиг своей цели. Второй раунд у нас стартовал. Ну и посмотрим, как себя проявят спортсмены за эти 3 минуты. Ну, конечно, более активно работают, да, чем, ну, если сравнивать с весовой категорией до 91 килограмма. Да, конечно, более быстрые они, и это боксер синего угла этот раунд очень хорошо начинает. Удар у него быстрее, он достигает до цели. Мутаев Ильяс. Ну, Саидбеков тоже, да, вот отвечает. Неплохой тоже. Но действительно видно, что Мутаев быстрее. Более быстрее, как разнообразнее. У него вот технических арсеналов больше. И он хорошо использует в тактике свои технические арсеналы. Вот хорошо. Тоже. Он более разнообразен. Вот Мутаев в последние мгновения, да, вот не столь активно уже атакует. Ну, вот включился. Вот. Еще раз. По защите работает Мутаев. И Саидбеков вяжет клинч. Вот он быстрее он. Но если так почаще бы проводил атакующие и продолжение атаки. Вот туда продолжать надо так. Вот он отпускает, видите?
20 секунд остается до конца второго раунда. Интересно было бы сравнить количество ударов. Мне кажется, Мутаев намного активнее. А Мутаеву, конечно, лучше получается. Серия ударов, одиночные удары. Ильяс Мутаев, ну, как мы знаем, да, то, что работа первым номером, вот эти бесконечно активные серии, одиночные удары, это все, конечно, энергозатратно, но, в принципе, как мы видим, да, Мутаев чувствует себя комфортно. Боксер красного слева хорошо провел тоже. Ну, по повторе хорошо видно. Ну, инициативой владеет Мутаев. Мне кажется, так и Ильяс. Ну что ж, третий заключительный раунд. Посмотрим, насколько будет активен Ильяс Мутаев в эти минуты. Центр ринга занимает Саидбеков. Мутаев уже не так активно, да, идет? Нет, он в любой момент готов разорвать. Правильно, он это дистанцию. На дистанции ответной контратаки работает. И это ему выгодно. Он, может, подустал. И это использует промахи своего соперника. И контратакует удачно. Вот видите, как левой попал. Передников вправо попал. Видите, как, да? Вот. Пока чисто ведет удар одиночными. Ну, да, видно, что Мутаев действует разнообразнее. Да и активнее. Не пропускает ударов он. И удар у него проходит. Чуть больше минуты, и Саидбекову надо активизироваться. Он во всех этих моментах выигрывает Мутаев в этом раунде. Хорошо заряжен, да? Да, но Мутаев. более разнообразнее он работает. С любых положений он удары наносит. И у него удар проходит. Быстрый он. Вот. Меньше 30 секунд. Показывает нам таймер. Ну и как проведут концовку. И звучит гонг. Ну что ж, завершился поединок между Рашидханом Саидбековым и Ильясом Мутаевым. Как решит судейская коллегия, мы узнаем через пару мгновений. Но мы все видели, насколько был активен, да, Ильяс Мутаев. Какой разнообразный бокс он продемонстрировал.
Да, как и ожидалось, конечно, Ильяс Мутаев выходит победителем из этого боя. Принимает поздравления Ильяс. Ну и, конечно, да, поблагодарили друг друга представители Дагестанской школы бокса. Программа, утренняя программа у нас продолжается. Сейчас выйдут на ринг Гамзат Газалиев, представитель Московской области. И против него в синем углу Игорь Аттаров, Ростовская область. Ну что ж, все готово для начала этого поединка. И первый раунд. Видно, что у Аттарова есть небольшое, но все же преимущество в плане роста. Ну, в хорошем таком ключе начинается этот поединок. Оба спортсмена проявляют активность в атакующих действиях. Да, конечно, это разведка, но все же мы видим, как оба спортсмена, оба боксера нацелены на атакующие действия. Ну, вот Газалиев очень активно наступает. Аттаров, видим, тоже не засиживается в защите. Газалиев хорошо маневрирует. Он левша. И слева он один раз хорошо достал. Ну, точно достал не так сильно, но во второй раз попал уже прямым ударом. Не очень так хорошо чувствует. Ну, чувство дистанции у него так развито так достаточно нормально. Маневрирует хорошо, спокоен. Вот опять попал. Ну, защиту, правда, на вот это размашистые удары. В ближнем бою ему выгоднее работать боксеру красного угла. Гамзат Газалиев. Гамзат Газалиев, ага. Вот тут ему надо дорабатывать, не отпускать его. Он очень хорошо маневрирует, из дистанции, ему очень трудно попасть. Левша, к тому же. Да, как мы видим, Аттаров работает в левосторонней стойке и пару раз уже вот левый прямым У него хорошо достигал получается, цели. Да. Ну, в маневрах дистанции ему надо. Вот хорошую тактику начинает убирать это боксер красного угла. Газалиев Гамзат. Не отпускать надо. Вот очень хорошо дистанции маневрирует. Ринг А в красном углу ринга готовится к продолжению боя Гамзат Газалиев, Московская область, город Одинцово. Боксер 80. Хороший темп демонстрирует. Боксом занимается 19 лет. Спортсмены. Мастер спорта России. На ринге провел 265 поединков, 227 боев и держал победу. Сейчас после перерыва мы увидим, что же нам предложит боксер во втором раунде.
Оба достойные соперники. Вот сейчас, как они построят дальнейший исход поединка, как в тактическом плане они будут вести и определить победителя, мне кажется. Равного уровня спортсмены. Хотя они разные по стилю, но по мастерству так, одинакового уровня. Вот видишь, как боксер красного угла вот держит вблизи, плотно работает. Он может завершить, ну если хорошим ударом попадет. Газалиев все время пытается разрывать дистанцию, работать вблизи, а Оттаров в свою очередь, да, Ага. уходя на дистанции там прямыми ударами. Вот дистанции так держать, все время не подпускать и уходить самому. То удары у него очень хорошо поставлены у Газалиева. Боксер красного угла стойку поменял. Он тоже правильно, видимо, это делает, потому что боксеры левши очень лучше работают боксером вот, правшой, обычной стойки. Вот, хорошо. Дальше также работать дистанции. Ух ты, приемом борьбы его Да, несколько уронил, да. другой вид спорта. Вот. Второй раунд идет у нас. Это чувствуется, боксеры работают так, грамотно своему плану, как-то интересно смотреть. Очень сложно им добиваться успеха. Вот видишь, как Боковой прошел. вот ему так надо держать на этой дистанции красного угла боксера. Вот так. Ему в ближнем бою хорошо получается. Боковые удары и удары снизу. Не надо стоять, ему тут ходить на дистанцию в центр ринга. Вот. Оттарову. Ага. Вот не надо тут ввязаться. Ходи на дистанцию. Заканчивается второй раунд. Оттаров Игорь все так же активен, работает очень агрессивно. Ну и Гамзат Газалиев продолжает стараться держать дистанцию. Жесткий боксер. Боксер красного угла. Вот мы видим, прямой проходит. Ну, так, начался, да? Повтор показывает. Начинается последний раунд. Третий раунд. Вот. ну, спортсмен в красном, да, действует жестче. Жестче, да, в ближнем бою у него хорошо получается. Вот у Оттарова Игоря дистанция. Дистанция работает четко. Но он все равно подбирается. Газалиев. Ну, Оттаров работает
дальней дистанции Газалиев, по Да. всей видимости, ждет, да, возможности, чтобы разорвать дистанцию и попытаться что-нибудь придумать в Ему выгоднее ближнем бою. поближе подойти. Ага. Вот видишь, как промазывает. Если он возле ринга, он его достанет. А среди центра ринга он хорошо чувствует, сразу отходит. Шаг назад делает, и он промахивается. Надо работать с дистанцией. Этому Атарову. Без удара что-то стал. Достает, так просто руку бросает. Он готовит что-то, жесткий удар, но время-то уходит. О. Так, сейчас, наверное, это. Атаров Гамзат, наступает, да, вот сейчас Ага, наступает, но Газалиев это, наоборот. Наоборот, ага. Дистанции надо бить, не подходя близко. Он длиннее, и это с руки длиннее, рост выше. Вот видишь, как в таком плане, ну, он за это как-то не держит сразу. Тяжело ребятам первый бой, первый день. Всегда так. Меньше 30 секунд остается, и посмотрим, как же Атаров воспользуется последними секундами этого поединка. Если вблизи, то ему выгоднее там Гамзату. Ну, вот мы видим как раз, да, в подтверждение ваших слов, Александр Афанасьевич, вот Гамзат пару попаданий, да, Да. совершил. И завершается эта встреча. Сейчас будет оглашение решения, да, судейской коллегии. Ну что ж, Гамзат Газалиев или же Игорь Аттаров? Ринг А в этом бою. Победу одержал Так, внимание. Гамзат Газалиев. Гамзат Газалиев Газалиев. принимает поздравления. Это последние эти секунды он попадал. Так-то равный бой. Да, очень интересная встреча прошла. Да. Игорь Аттаров действовал на дистанции, но Гамзат Газалиев да, был активнее, намного агрессивнее. И одержал он победу в этом поединке. У него удары четче, как-то жестче были. А этот мягко попадает, ну, вроде маневрирует хорошо, но судьи сошли. Вот точно удары так жесткие. И дали победу Аттарову. Это Газалиеву. Ну что ж, сейчас у нас на ринге представитель Москвы в красном угле. В красном углу это у нас Бахтиер Холов. И против него в синем углу Тимур Гамзатов из Тульской области. Это у нас по-прежнему весовая категория до 81 килограмма. Ну что ж, Москва и Тульская область. Стартовал поединок. В красной форме москвич. Тимур Гамзиев, Тульская область, синий. Мы видим то, что Бахтиер, да, вот сразу расположился в центре ринга.
правосторонней стойки боксирует. Левша. С красного угла боксер. И он как агрессивно идет, ну, инициативу как-то идет вперед, поддавливает. Ага. Ахтер. Ну, Гамзатов так на дистанции здорово работает, да? Старается Да, старается пока. выкидывать одиночные удары. Ну, а Холов, по всей видимости, предпочитает, да, вот ближний бой. Вот еще хорошо слева не удары проходить начинает. Левша. Присматриваются друг к Да, другу, да, да. Они так не спешат. выжидают. Ага. Грамотно пока ведут себя. Вот. Ну, серия ударов в исполнении Холова не достигает пока цели. А вот тут мы видим, да, обменялись. Ага. Достал Гамзатов, но О. Холов тут же тоже попал. Слева надо тяжем убить. Левша все-таки. А нет. В защиту пришелся последний удар. Обмен ударом получился. Да, конец первого раунда, ну, Красный концовка, да, вот готовится очень к такая продолжению продуктивная боя. получилась. Оба Москва. боксера, Боксер 96-го года ну, рождения. ряд попаданий 27 лет. Кандидат в мастера спорта. совершили. Счет боя не ведет. Мируется под руководством Хивича. Здорово провели концовку раунда. И хотелось бы, чтобы в дальнейшем еще активнее спортсмены действовали в атаке. Ну вот видим, да, как у нас Тимур Гамзатов, в принципе, да, здорово чувствует движение своего соперника. 13-я пара весовой категории свыше 91 килограмма. Здорово уклоняется и по возможности сам сразу же выбрасывает одиночные удары. Ну что ж, второй раунд. Второй раунд. Республика Саха. Представляем боксеров в красном Ну, углу. Холов, да, также продолжает идти на Это сближение. продолжается. Да, вот так продолжается. Они ищут Представляет Московскую область. уязвимые места своим соперникам. Владимир Маркелов, Самарская область. Вот так и продолжается, как в первом раунде начало. Вот. Ну, Гамзатов тоже в выжидающем стиле работает. Внимательно следит за движениями Холова. И вот Холов у него слева чаще бил бы. Ну, что-то жестко бьет, но вот сейчас вроде не попал, да, в защиту упал. да, в защиту уже который раз, сзади, кстати. защиту хорошо защищается, молодец. Но слева у него удары чаще бросает. Жесткие они так.
Продолжает Холов искать возможности для четкого, акцентированного попадания, но пока вот обойти, да, Да, защиту Гамзатова защиты, не ну очень и эти получается. маневрируют, защищаются туловищем, их руками. Очень сложно вот это. Здорово все-таки Гамзатов чувствует движение своего соперника. Вот, здорово попал. Хорошо ударил, ага. Вот так надо потяжше. Цепляться надо за это. Цепиться. То, что эти удары проходят, надо потяжше этот удар пробивать. Вот сейчас хотел, но у него не получилось так. Он затылок ударил. Последние 10 секунд. Ну, трудно попасть по Гамзатову, действительно. Завершается второй раунд. И сейчас я думаю, что режиссер предложит нам повтор ярких моментов второго раунда. В принципе, да, у нас в этом поединке ничего не меняется. Тимур Гамзатов предпочитает работать с дистанции, несмотря на вот, да, постоянное наступление Бахтиера Холова. Бахтиер вот уже, наверное, второй раунд активно ищет возможности для своего вот удара, который он готовит постоянно, держит готовым, наверное, быть точнее, да? Не точно ударил. Да, вот уже открытые перчатки. Ок, это хорошо сейчас. Повторе. Тимур. Да, Тимур показал туда, показал сюда, увернулся, ну, увернулся, это, конечно, и хорошо выкидывает вот эти. это заключается. И бокс показал одну сторону, вдруг внезапно ударился с другой стороны. Этот если обладает этим чувством, этими умениями, тогда ему легче раскрыть соперника. Команда Московской области и Республики Дагестан. На ринге провел 211 боев, 198 одержал победу. Затылок пришелся Магомедов удар. Амар является чемпионом России 2017 года. Тренируется Амаров под руководством заслуженных тренеров России Зубера. Профилактическая беседа от рефери. Первый тренер Айдамиров. Вот третий раунд более быстро начинает бить Гамзатов. Холов по-прежнему наступает. Ну, ему так быстро действовать. Второй раунд. Конец боя уже приближается. Надо почаще действовать, бить удары. Здорово все-таки двигается Гамзатов. Правильно, зачем удары пропускать? Двигайся, не пропускай, маневрируй. Вот так. Вот. Чуть больше минуты остается. Угу. Ну, Гамзатов уже занимает правостороннюю стойку сейчас. Угу. «30 секунд до конца этого поединка.
Холов продолжает пытаться увеличить свою статистику. Он тоже в этом поменял поединке. стойку. Под левшу стали оба. Вот, нет, теперь меняет стойку. Да, все, завершился данный поединок. И сейчас мы узнаем, кто же все-таки вышел победителем из этой схватки. Бахтиер Холов из Москвы или же Тимур Гамзатов, который представляет Тульскую область. Рефери приглашает спортсменов Ринг А. в В центр этом бою ринга. победу одержал боксер синего угла Тимур Да, победу Гамзатов, присудили Тульская Тимуру область. Гамзатову. Представитель Тульской области. Очень грамотно провел данный поединок. Ринг А. 13-й бой. Заключительный Здорово бой дневной программы уклонялся, Ринга А здорово летнего двигался поединка. и Судья не забывал, да, и международный самому Антон Геранин, атаковать вот комсомольск на периодически, Амуре. выбрасывая одиночные удары. Ну и попадания, да, Ринг А по всей видимости, приглашаются Тимофей были Каверин, Павел качественнее, их Силягин. было больше. Поздравляем Тимура Красного Гамзатова. ринга А. И у нас Тимофей заключительный Каверин, поединок весовой Иркутская категории область. до 81 Синего ринга килограмма. А. Павел Силягин, Это у нас в Новосибирская красном область. углу Тимофей Весовая Каверин категория до 81 из Иркутской килограмма. области. И против него в синем углу Павел Силягин из Новосибирской области. На ринге провел 95 боев, 81 одержал победу. Он является финалистом вооруженных сил Итак, России этого года. Павел Тренируется Владимир Силягин, Бахтиев, против него по-другому Тимофей Бахтиева Каверин. Сергея Первый раунд. Виктора Ланцова, первый тренер Ефременко. Силягин в дебюте нацелен на корпус своего соперника. В первые мгновения все атаки пошли в сторону именно корпуса. Опередил здорово Силягин. Вот. Хорошо контратакует боксер синего угла Павел Силягин, Новосибирск. Боксер правосторонней стойки боксирует. Красного угла Каверин Тимофей. В защиту пришлись удары Каверина. О, да, достал хорошо. Прямым ударом, если не ошибаюсь, да? Да, вот прямым Силягин. ударом справа. Против левши, конечно, надо боксировать, бить потяжче удары справа. Особенно боковой или прямой удар в голову. Вот. Поэтому вот боксер синего угла Силягин Павел хорошо провел эти контратаки. Ну, очень ребятам, конечно, тяжело. Первый день всегда бывает таким. Но завтрашнего дня уже
Бои будут более жесткие, быстрые. Концовка раунда. Боксеры идут отдыхать. Ну что ж, очень интересный, да, раунд нам подарили спортсмены. Оба очень здорово двигаются. 97-го года рождения. Боксом занимается 8 лет. Готовят удары. И вот когда дело доходит до размена, класса А в городе Омске. очень интересно развиваются события. 2018 года в Красноярске. Тренируется под руководством Аркадия Козюка и Я думаю, Абатулина. мы увидим, да, обязательно в повторе тот самый прямой, хороший такой акцентированный удар. Секунда. Вот, да, двоечка вот прошла. Ага. Раз и два. Здорово. Павел Селягин записал вот свой актив. В этом бою победу одержал таких боксер красного угла приличных Магомед удара. Амаров. Два хороших попадания. Все, очки. Это идут Ринг П. по счете Боксеры 14-го боя. для определения победителя. Батырев. Вот сейчас. Тульская область. Ярослав Дороничев. Ханты-Мансийский округ. Ну что ж, видим то, что продолжают, да, примерно в таком же режиме работать боксеры. Денис Тюрин, судья международной категории, город Севастополь. Представляем боксеров. В красном углу Андрей Батырин, Тульская область. В синем углу Ярослав Дороничев. Селягина надо потяжше бы. Так. Он уже как-то пристраиваться начинает, стойку иногда меняет так. Левшой работать, конечно, сложнее, чем обычным боксером. Вот. Вот преимущество работы с правой, с левшой. Ну и в ближнем бою потяжше его, с ним работать надо. Мы видим то, что больше, да, вот желание сокращать дистанцию у Каверина. Вот мы видим очередное его наступление. Вот, хорошо сейчас. Ну. Ну, защита с обеих сторон работает надежно. Вот тут надо дорабатывать тут Селягину. Он стойку меняет. Сейчас очень часто применяют этот прием. Боксер меняет стойку. Как раньше был боксер, серебряный призер Олимпийских игр Великтон Баранников, Улан-Удэ. Он часто менял стойку. И говорили, что как будто мы боксируем с двумя человеками. Он так искусно делал это. Вот, серебряный призер Олимпийских игр, чемпион Европы. Да, у нас посмотрим, что же там показали вот спортсмены во втором раунде. Правый боковой тут дошел до цели.
Тут работа по защите. No, И вот прямой, нет, да? Прямой, справа. До подбородка. Он меняет стойку, но очень недолго. Потом опять в свою стойку становится. Третий раунд. Итак, третий раунд. Тимофей Каверин, Павел Селягин. Напоминаю, что это у нас заключительная схватка в весовой категории до 81 килограмма. Ну и утреннюю программу мы завершим просмотром последних поединков в супер тяжелом весе в категории свыше 91 килограмма. Ринг Б. В красном углу продолжению боя готовится Андрей Батырев. Боксер 92-го года рождения, мастер спорта России. Представляет Боксеры устали, команду Тульская область. но надо концовку поработать. Сейчас маленькое преимущество мне все-таки кажется имеет боксер синего угла. Андрей является Селягин Павел. международного турнира Финляндии 2018 года. Тренируется под руководством тренера Евгения. Минимальное преимущество. Бой очень такой равный. Преимущество так такового. Ну вот сейчас он попадает. Вот это тоже. Вот хорошо. Потяжше так отрабатывать. Стойку меняет. Вот сам пропустил сейчас Селягин. Пропускает, конечно, не без этого. Здорово, да? Быстро так сократил дистанцию, серию провел. В последних минутах началась. Вот. Тоже есть попадание. Вот. Почаще так поманеврировать и работать. Больше ударов нанести на эту концовку. Вот. Головой. Вот видишь, кровь кого-то. Головами стукнулись. Да, и рассечение в этом эпизоде Они получил. сейчас не остановят. Последняя минута. Тимофей Каверин. Или сильно это могут остановить. Нет, вот мы видим кровь-то на Тимофея Каверине, а сейчас вот помощь оказали Павлу Селягину, да? Нет, он к врачу все равно. Врача позвался. Нет, осталось там совсем мало времени. 16 секунд. Поэтому дадут, наверное, доработать. Врач это. Все уже. Ввиду невозможности. Да. Так, завершился этот поединок. Ну, согласитесь, да, Александр Афанасьевич, очень интересный бой прошел. Ну, так Селягин так по очкам минимально преимущество имел. Да, мне тоже кажется, что попаданий, да, вот больше было у Павла Селягина. Вспомнить ту двоечку хорошую. Да, ну и четче у него удары. Этот боксер тоже неплохо боксировал. Победу одержал боксер синего угла Павел Селягин, Новосибирская область.
Уважаемые друзья, Да, победу ввиду невозможности продолжения поединка одержал у нас Павел Селягин. Ну и сейчас у нас идет поединок на ковре на ринге Б. У нас там продолжается состязание весовой категории, самой тяжелой весовой категории свыше 91 килограмма. И если я не ошибаюсь, там сейчас у нас поединок ведут Артем Суслинков, Волгоградская область, и Илья Руденко, Рязанская область. В этой весовой категории у нас 7 поединков в рамках утренней программы. И эта встреча у нас предпоследняя. Вот видим, пошел наступление с боксер в красном, но тут же последовал ответ, да? Руденко ответил хорошо, боксер синего угла. Илья Руденко с Рязанской области. Вот. Это боксеры супер тяжелой весовой категории. Не спешат. Ждут удобного момента для атаки или для контратаки. Вот. Удары, конечно, быстро надо нанести. Ну, да, немножко мы, кажется, поспешили. Все-таки, знаете, мне кажется, что это все-таки поединок между Андреем Батыревым и Ярославом Дороничевым. Представитель Тульской области и Ханты-Мансийского автономного округа. Да, абсолютно верно, получается, это предпоследний поединок. Вот туда боковым левым достал своего соперника Ярослав Дороничев. Вот. Ну вот, наблюдая за этим поединком, да, вот Андрей здорово так вроде стоит на одном месте и очень быстро сокращает, разрывает буквально дистанцию и сразу бросается в атаку. По всей видимости, да, это конец поединка. И сейчас судьи озвучат свое решение по данной встрече. Ну что ж, ждем оглашения результата. Ярослав Дороничев принимает поздравления, вышел он победителем. И сейчас сразу после этой встречи, после этой схватки, после этого поединка у нас на ринге появится следующая пара. Артем Суслинков, Волгоградская область,
Он у нас в красном углу, а вот сейчас на ваших телеэкранах представитель Рязанской области Илья Руденко. Артем Сосленков и Илья Руденко. Итак, все готово. Итак, предпоследний поединок в утренней программе первого соревновательного дня чемпионата России по боксу 2018 года. Артем Сосленков. Красный угол, синий угол Илья Руденко. Прямыми работает Сосленков. Ну нет, да, у нас пока вот каких-то таких жестких акцентированных попаданий. Поединок только начинается. Боксер синего угла несколько точных ударов нанес. В голову, в туловище тоже попадает. Вот сейчас так, тоже неплохое попадание было с левой. Ну и сейчас посмотрим дальше. Ну, хорошо, внимательно смотрит, чувствует. Ну, боксер красного угла пока ищет, с какой стороны, как начинать атаку, контратаковать. Это у нас представители самой тяжелой весовой категории, супер тяжеловесы. Как мы знаем, в тяжелых весах чаще всего бывают досрочные победы. 40 секунд до конца первого тайма, первого раунда. Работа в клинче. Ну вот, вышли из клинча сразу, да? Да. Активный размен. Вот, сейчас заканчивает. Ну, тут серия, да, кажется, была прям попаданий. Ну и конец первого раунда. Вот под занавес, да, хорошо. Хорошую серию продемонстрировали спортсмены. Артем Сосленков, вот у нас боксер из красного угла, да, молодой, 95-го года рождения. Вот, согласно информации, которую озвучивает диктор на арене. Вот тут, видимо, он пропустил голову, сам отвечает по корпусу, потом, вот видим, тоже сам попал левой. Итак, второй раунд поединка. Артем Сосленков, Илья Руденко.
Хорошо в наступление пошел Сусленков. Только он не достает. Вот, хорошо. Дистанции надо ему работать, Руденко. Все время не подпуская. И тогда все нормально было бы. Но он ближний бой ввязывается. Вот так. Вот. Хорошо. Прямой достиг цели. Вот. Сбоку тоже попал. Так. Так работать ему надо. Близко зачем подходить сильно. Вот. Активно работают боксеры во втором раунде. Вот, все хорошо. Мощно, но по защите, да? Нет, ну концовку удара как-то не до конца довел. Вот. Угу. Ну что ж, концовка раунда обещает быть жаркой. Да. Ну как-то это тоже начал Пошли попадать. во вкус, да? Ага, красного угла боксер. Ему труднее доставать ему. Ростом ниже. Ну и, соответственно, в размахе рук есть Размах разница. рук тоже короче, поэтому ему трудно попасть. Ну, сейчас он попадал в этот момент. Последнее мгновение второго раунда. Ага. Так, боксер Волгоград и Рязань. Что ж, богатым, да, на событие получился данная трехминутка. Особенно вот под конец, да? А под конец, ага, красный боксер красного угла. Хорошо контратаковал. Вот, да, левый прямой достиг своей цели. Вот, еще раз, еще раз попадал. И вот еще раз. Концовку второго раунда победил, выиграл. Последний раунд. Вот. Вновь, да, здорово левым прямым работает. Он уже как-то нашел ключ попаданием-то. Активная работа пошла. Ага. Перестала работать боксер синего угла. Вначале-то он как-то попадал, начинал. Ну, сейчас вот видишь, Чакапа улетел. Да, капа Артема Сосленкова вылетела. И Ну, двигаться надо, это тяжеловесом-то. Вот. Вот, хорошо.
Добротные такие, добротная такая серия, да, ударов. Вот опять прямой, да? Пропускает удар. Очень много пропустил Руденко до последнюю минуту. Ну, вот видим, Сусленков, да? Как заряжен. Да, молодец. Чуть на человека без капы не напал. Сейчас, да, возвращает капу. И еще минуту, больше минуты боксировать спортсменам в этом поединке. Вот, пошла жара. А вот сейчас красный уже пристроился как-то. Вот. Надо работать ему. Почаще бить. Вот так. Открытый такой бокс. У нас начинается. Так что у нас опять капа вылетел. Да. Да. «35 секунд. И Илья Руденко старается догнать и перегнать своего соперника. Ну, Сусленков в этом раунде очень много попал. Вот, сейчас попадает. Чувствует он. Вот, прямые, да, особенно вот левый раз за разом проходят у Сусленкова. Ну и да, все, завершился данный поединок. И сейчас мы дождемся оглашения результата. Близится к завершению утренняя программа, после которой будет перерыв. И сегодня вот в 17:00 у нас будет торжественная церемония открытия. А победу-то одержал у нас Илья Руденко. Илья Руденко принимает поздравления. Недоволен этим решением, конечно же, Артем Сусленков. И, по всей видимости, вот слышны, да, вот крики представителей его команды. У нас есть вот возможность посмотреть, что было в третьем раунде. Очень зрелищный раунд продемонстрировали спортсмены. Вот, здорово, да, вот прямые Артема Сусленкова в этом раунде. Да, ну что ж, и у нас сейчас стартует последняя встреча в этой весовой категории и в целом в утренней программе. У нас в красном углу ринга боксер из Псковской области. Это у нас Сергей Егоров. И его соперник, представитель Калининградской области, Владимир Иванов. Ну что ж, заключительный поединок. Все готово. Первый раунд. Владимир Иванов будет повыше. Это мы видим. А в центре ринга расположился Сергей Егоров. Иванов держит дистанцию.
Ну, пока, да, вот спокойно начинается поединок. Вот, хорошо попал Сергей Егоров. Вот размен пошел, да, какой? Вот, хорошо Ох, попал. какое попадание. Ага. 2 раза, да? Левой сбоку попал. А это же... Ага, иногда он точно был. Да, 2 левых таких боковых тяжелых прилетело. К тому же он левша. Сильная рука слева. Вот, видишь как. Вновь пропускает, да? Вот. О, еще сейчас попадет, может. Ага. Что, упала капа? Опять, да, капа. Иванов Владимир, Калининград. Сергей Егоров здорово, да, вошел в эту схватку. Ну вот сам тоже пропустил сейчас правый прямой в исполнении Владимира Иванова. Да. А тут надо связываться. Надо ему боксировать надо. О, опять попал. 2 раза. Судья не успел, не заметил. Да. Очень зрелищную опасный бой. Встречу проводят. Ага. Ну, здорово заряжены, да, оба спортсмена. Вот 2 тяжелых попадания Сергея Егорова, да. Стартовал у нас отчет после этого эпизода. Но потом, как мы видели, Владимир Иванов и не думал выключаться, да, из этого поединка. Он настроен биться, Саша. И сейчас увидишь, вот попал на... Вот. И еще раз. Иногда он это 1 очко всего лишь. Если иногда он получил, не надо там не было, так говорит. Рунат считает, остановится. Одно как приравнивается к 1 попаданию. А так раньше, когда вот кнопка судили, иногда он давали 3 очка. Раз нокдаун и 2 раза еще нажимали. А сейчас опять потом 1 попадание приравнивали. Очень активно работает Владимир Иванов. Егоров вот ищет. Ну, вот этот вот нокдаун, да, только разодорил, кажется, Владимира. Вот, еще попал.
Вот левым боковым. Размашистый удар, да. но он не попал. Видно. Медленно бьет. Владимир Иванов, да, вот продолжает работать вот именно такими длительными сериями, да, ударов. И меньше 30 секунд остается во втором раунде. О, вот хорошее попадание он справа. Защитился, как-то перчатку поставил. И гонг. Сигнал звучит, и у нас завершается второй раунд. Продолжается, да, вот эта вот нешуточная битва с серьезным разменом, активным разменом. Это у нас представитель Псковской области Сергей Егоров в красном углу ринга, и против него вот в синем по телевизионной картинке мы его видим Владимир Иванов, Калининградская область. Ну, один из самых ярких поединков сегодняшнего дня, это точно, да? Очень много видим попаданий. Оба спортсмена находятся в атаке. И сейчас у нас начнется заключительный третий раунд. Итак, Сергей Егоров, Владимир Иванов. Очередная серия ударов по корпусу от Владимира Иванова. Раз за разом вот Иванов пробивает снизу. Устранили неполадки с экипировкой. А теперь Иванову надо. Итак, полторы минуты до завершения этого поединка. Вот очень интересно будет, да, узнать решение судей. Видим, на таймере осталось меньше минуты. И тут пропустил Иванов. «40 секунд».
Активный размен, очень динамичная концовка этого поединка у нас с вами получается, дорогие друзья. Ну и вот последние мгновения этой встречи. Смотрите, как оба спортсмена хотят, да, еще парочку лишних баллов записать в свой актив. Все, бой завершен. Сергей Егоров и Владимир Иванов подарили нам, ну, очень зрелищный поединок. Я думаю, все с этим согласятся. Настоящее противостояние в заключительном поединке утренней программы. Ну, такие встречи, конечно, безусловно, радуют. Итак, решение судей. Да, присудили победу Сергею Егорову, представителю Псковской области, с чем мы его и поздравляем. Очень зрелищный поединок. Сколько было попаданий, сколько агрессии, да, ну агрессии именно спортивной, вот этой вот агрессии. Настоящее противостояние, повторюсь. Вот в первом раунде, да, начинали вроде спокойненько, а потом вот потихонечку обороты были все выше и выше. Итак, у нас, дорогие друзья, на этом утренняя программа первого спортивного состязательного дня чемпионата России по боксу 2018 года подходит к концу. Но перед тем, как попрощаться, я хотел бы еще раз напомнить, что каждый день у нас будет утренняя и вечерняя программа. Сегодня вечерняя программа будет открыта открытием, да, в 17:00 нас ждет с вами торжественная церемония открытия чемпионата, по завершению которой сразу же начнутся предварительные встречи в весовых категориях до 49 килограммов и до 75. Ну что ж, с вами утреннюю программу смотрели Власий Сергеев и Александр Афанасьевич Теосытов. Так что, дорогие друзья, ждем вас в 17:00 в Триумфе и следите за нашими трансляциями.